Соловьев Николай. Тема работы. Великий Сабатта в преданиях и реальной жизни. Написано исследование. Ранее не проводились исследования истории наследия в сопоставлении трех фактов: материальной культуры, преданиях, документов. Цель работы — узнать подлинные факты о тех, чьи имена были названы в передней части старинного седла, уточнить место и время их проживания. Задачи: поиск материала в литературе о великом Сабатта и его предках и потомках. Расспросить у населения предания о великом Сабатта, поиск материала о великом Сабатта и его детях в архиве. Определить, где они действительно проживали. Собрать и изучить найденный материал. Написать доклад. Объект исследования: люди, названные в передней части старинного седла. Предмет исследования: передняя часть седла середины 19 века. Методы исследования: поисковый, анализ, сравнение. Исходя из написанного в передней части старинного седла, имеющегося в музее Полюс Холода, сделал следующие выводы. Старинное седло в музее Полюс Холода Верхоянска сдала Бурцева Надежда Константиновна. Передняя часть сделана из белого металла и дерева. От других седел отличается тем, что имеется впереди надпись тех, кто ездил на нем: Верхоянского улусного головы Ивана Александра Стручкова, сына старосты Сапы, внука Сабарты, правнука Константина. Мучуи имели высочайшие награды, но неизвестно, когда и где они проживали. Несмотря на то, что прошло более 200 лет со времен великого Сабарты, хранились предания о великом Сабатта. Из 5 преданий я узнал следующее. Сабарта Мучуи — великий богач, он человек второго джусальского наслега, владеет всей местностью буставского наслега, был очень дерзким и злобным, поэтому прозвали великий Сабатта. В те времена богачи каждые 3 года устраивали сыр. Сабатта и богач первого джусальского логлойо приглашали друг друга. Диковинные игры великих богачей, проводимых на сырехе. Бои сильнейших шаманов, обладающих волшебной силой. Показывал ужасающих людей, чей человек был самый страшный и ужасающий урод. В преданиях имеется 2 версии, как обеднел Иван Стручков, внук Сабарты. Первый вариант: Иван Стручков был очень злобным и жадным богачом. Пришла комиссия с юга и делала опись его имущества и раздала бедным. Второй вариант: Иван Стручков поссорился с шаманом Аргала-Абыт, и шаман Аргала-Абыт его проклял. Известно как Аргала-Абыт или ушедший на запад старик. Шамана зовут Болчонов Николай. Болчонов Николай говорится в книге Ивана Худякова «Описание Верхоянского округа». Кем являлись в реальной жизни Мучуи, узнал в документах в 1850-х годах. Князь Константин Мучуи принял крещение, мог жить до 1807 года. Константин Мучуи — князь наслега Бустав, у него есть дерзкие и наглые гнетущие сыновья Сабарта и Джеремей. Сабарта Мучуев, как говорится в преданиях, жил с 1740 до 1803 года. Сын Сабарта Александр родился в 1790-х годах, умер в 1835 годах. Внук Сабарта Иван родился в 1819 году. Таким образом, владелец старинного седла, хранящегося в музее Полюс Холода города Верхоянска, Стручков Иван Александрович, жил в первой половине 19 века. Предками были Мучуи, внук великого Сабатта, в свое время были очень дерзкими и наглыми гнетущими богачами.